Первым вопросом депутаты Сухумского городского собрания рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет столицы на 2023 год. Речь идет о 50 миллионах рублей, необходимых на выплаты компенсации жителям аварийного дома по улице Надзадзе-3. Людям будут выплачиваться денежные средства в зависимости от квадратуры, в зависимости от количества комнат, которые у них имели, и они смогут купить на эти деньги уже другие квартиры в других домах, дом аварийный, как вы знаете. В своей речи мэр Сухума Бесланешба подчеркнул, что решение данного вопроса несколько затянулось, так как большее количество квартир аварийного дома были не приватизированы. По договоренности с Министерством финансов, с правительством договорились дробить эти суммы по 50 миллионов, чтобы было им тоже удобно немножко. Сразу там сотни миллионов выделять, сами понимаете, все-таки бюджет постоянно пополняющая вещь. Вот, но задержек никаких нет. Работа была непростая, это там, значит, кто первый, кто второй получает, кто третий, сами понимаете. В активном взаимодействии с жителями, по их согласию, по их согласованию, вот так была определена очередность, значит, и сумма выплат. Вот. Единственное, там есть момент, что у тех, у кого трехкомнатные квартиры с ремонтом, ну, они на рынке чуть дороже стоят, там 3650 вышла сумма, там есть небольшой хвостик, где-то 8-9 миллионов. Мы дополнительно обратились, значит, в правительство для того, чтобы оставшуюся сумму обратно, снова по согласованию с жителями, чтобы можно было бы их немножко им накинуть сверху, чтобы было бы легче приобрести. Всего на компенсацию жителям дома по улице Надзадзе-3 в Сухуме из республиканского бюджета будет выделено 300 миллионов рублей. В рамках первого вопроса повестки было отмечено, что 1441 семья погибших и инвалидов в честь 30-летия Победы получат единовременную материальную помощь от администрации столицы. Так, инвалиды первой категории и семьи погибших получат по 5000 рублей, инвалиды второй и третьей категории по 3000. В итоге сформировалась сумма в 6 миллионов, подчеркнул Бесланешба. Также изменения коснулись выделения средств на приобретение продуктов питания в детских садах до конца нынешнего года. Это вызвано подорожанием цен на продукты питания и увеличением количества детей. Дополнительно администрации было запрошено 11 миллионов 700 тысяч рублей. Знаете, что формируется из двух, значит, составных частей: 140 рублей на ребенка платим мы, 20 рублей за счет, значит, денег, которые собираются, взносы. В итоге выходит, взносы в смысле от родителей, которые платят. В итоге на 160 рублей мы кормим ребенка. Но если взять, просто перемножить, это совсем другие цифры. Мы там всяческим образом пытались, когда принимали еще бюджет, тогда, да, понимая, что цены растут, я им пообещал чуть попозже, давайте через полугодие. Но сейчас так вообще ситуация изменилась, потому что с сентября деток, если у нас по началу года было 1900, то сейчас у нас 2300. Председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Ося отметил, что в столичных детских садах до сих пор оплата составляет всего 300 рублей в месяц, тогда как в Гудауте и Гагре она достигает уже 1000 рублей в месяц. Нам с вами надо будет все равно рассмотреть данный вопрос. Может быть, мы количество льгот увеличим, и лучше многие семьи мы вообще освободим от уплаты этих 300 рублей. Но те семьи, которые сегодня в состоянии платить, извините, 1000 рублей платить в месяц, для человека, который там зарабатывает нормально, никакой проблемы нет. Давайте мы, может, распределим. Тем, кому сложно, мы эти 300 уберем. Но за счет того, что сделаем сады хотя бы до 1000 рублей. В итоге депутаты проголосовали за внесение изменений в бюджет столицы на 2023 год. Затем депутаты рассмотрели вопрос о переименовании улицы Чернявского на улицу Героя Абхазии Салыбея Ардзенпа. Дмитрий Ося также обратил внимание на то, что большинство жителей улицы Чернявского дали согласие на переименование и обращаются с соответствующей просьбой. Также в администрацию города пришли ходатайства от политической партии Амцахара и Министерства обороны. Этот вопрос также был единогласно одобрен. Именно когда была просьба, мы оставляем переулок Чернявского, то есть имя Чернявского мы не убираем с карты Сухума. Они разделяют ее разделят при вашем положительном решении с Героем Абхазии, известным командиром Салыбеем Ардзенба, больше известным, наверное, как Ака Ардзенба.
именно во время нашей Отечественной войны народа Абхазии его батальон под его командованием брали Сухумскую гору. Это тоже был очень важный стратегический пункт при освобождении города Сухум. Решением Сухумского городского собрания у места гибели героя Абхазии, фотокорреспондента ТАСС Андрея Соловьева на фасаде дома номер 53 по улице Владимира Аршба будет установлена мемориальная доска. Инициатива по увековечиванию памяти Андрея Соловьева принадлежит Союзу журналистов Абхазии. 7 октября ему исполнилось 80 лет. Есть желание у Союза журналистов, есть такое желание и у руководства и ТАСС приурочить открытие памятной доски вот к этой юбилейной дате. Следующим депутаты рассмотрели вопрос о повышении размера оплаты за обучение в детских музыкальных школах, школах искусств и детской художественной школе до 1200 рублей в год или 100 рублей в месяц. На сегодня сумма взноса составляет 600 рублей, то есть 50 рублей в месяц. Против повышения высказался депутат Давид Чхеидзе, так как зарплаты и социальные выплаты в столице не выросли. Вопрос вызвал дискуссию. Вот я вам скажу то, что сказал педагог музыкальной школы. Она сказала: мне жалко родителей, которые не могут платить 1200 рублей. Вот такие слова сказала педагог музыкальной школы. Я не буду говорить конкретно какой. Поэтому я считаю, 1200 рублей это большая цена, потому что, учитывая, что у нас и коммунальные платежи, у нас и свет, у нас и вода, у нас все вырастет, потому что условия такие, и проезд, и на все направления у нас цена вырастет. Поэтому максимальная цена, которую я предлагаю, это 900 рублей на сегодня. Эти дети, допустим, ходят помимо музыкальной школы еще куда-то. Здесь 600 рублей, там 500 рублей, там 1000 рублей. И это становится некоторым семьям накладно. Давайте говорить правду как есть. Не все живут у нас так, как живут там. Просто, знаешь, мое мнение скажу. Вот я, сейчас тоже, как вы говорите, там 1200 рублей небольшая сумма. Но когда ты смотришь на расходную часть и какие-то другие суммы видишь, и мне как-то становится, знаете, может быть, вообще убрать и 600 рублей тоже. И сделать это бесплатно, как мы говорили о садиках. Я думаю, люди нам, всем, вот здесь сидящим, в лице вас, Беслан Григорьевич, в лице вас, Дмитрий Леонидович, были бы благодарны. Нету такого понимания, не могу, есть такое понимание, не хочу. В городе есть такое вот общение, что я вот сообщаюсь, государство должно. Что государство должно? Каждый гражданин и горожанин, мое мнение, должен свою лепту внести в развитие государства и города. Если оставить на таком пути, что государство должно все делать, люди расслабятся и ничего не будут делать. Если нужда заставить 1200 рублей платить за ребенка, он руки, ноги имеет, он найдет эти средства и будет дополнительно работать, а не лежать и ждать от государства что-либо. Мое мнение такое. Одно предложение есть, да, лично от меня. Думаю, при возможности мы можем поддержать его. Сегодня мы говорим, что 1200 рублей небольшая сумма, я с ней полностью согласен, 100 рублей в месяц, да. Мы, как депутаты городского собрания, можем от себя каждый лично выделить 19 квот, у нас 19 человек и 19 людей наиболее тяжелых, так скажем, в оплате проплатить сами. Я думаю, мы это возможно сделать. После обсуждений депутаты Сухумского городского собрания приняли решение об увеличении оплаты за обучение с 600 до 1200 рублей в год. Из 11 депутатов «за» проголосовали 10. Шазина Ханагуа, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.